Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля расули Мухаммади алейхи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Молодые люди, о многом можно говорить, все же не думаю, что обо всем до конца можно будет сказать. К примеру, человек вонзает в себя нож или стреляет из пистолета, то есть с намерением убить себя. Зачастую так бывает. После того, как ранил себя выстрелом из пистолета, если он сожалеет о содеянном, у него есть время на таубу, и этот грех прощается ему, если раскается. Теперь, я видел в книге ханафийского мазхаба, не помню, тафсиры это были или другая книга, ведь бывает, человек умирает повесившись, так ведь? На вопрос, можно ли совершать джаназа намаз за человека, умершего таким образом, там отвечают, что нельзя. Нельзя – это значит, что этот человек умер в куфру, так как за умершего мусульманином совершают намаз. У человека, который повесился, не осталось времени для таубы. Люди, которые взрывают себя, похожи на них. Они не просто не увидят рай, даже запаха рая они не почувствуют. Вы поверьте. Они очень сильно обманывают. Как говорил министр, он и раньше об этом говорил, подготавливают из чужих детей мальчиков и девочек и якобы отправляют в рай. Почему же сами не идут? Разве они не хотят в рай? Знают лучше нас, что не попадут туда, поступая так из-за заблуждения. В жизни молодых людей бывают разные радостные дни. Например, когда рождается сын, это празднуют. Раньше отмечали выпивкой, но хвала Аллаху, сейчас празднуют чтением мавлида. Если молодой человек поступил в институт, этот день для него радостный. Когда закончил институт, тоже радостный день. Да, это радость, но от которой мало пользы. Она проходит, и пользы немного. Теперь, в последнее время, новым людям, вступающим в тарикат, порой не хватает листов и четок, что раздают. Хвала Аллаху, люди идут в тарикат, подобно дождю, который льет ливнем. И большинство молодые люди. Для них радость предыдущих дней – ничто. Нет дня радостнее, чем день вступления в шазалийский тарикат и получения разрешения для его исполнения. Это день самой большой радости, потому что он попал на истинный путь Аллаха. Какой же день может быть лучше этого? Я сам сталкивался, наверное, и вы это видели. До того, как вступил в тарикат, я пытался взять на себя что-либо. К примеру, каждый день произносить 100 ля иляха илляллах или читать 100 кульгу. Обязать себя делать что-либо. У меня это никак не получилось. Пытался делать, потом оставлял. Даже долговые намазы не смог возместить после совершения 4-ракатного обеденного или послеобеденного намаза. Ведь я должен был их возмещать. Мне этого показалось много. Вот так вот было. Но после вступления в тарикат вы тоже это видите, какие вы были до вступления в тарикат и какие стали после. Каждый, кто получил хоть немного бараката, увидит это. Поэтому мы не в состоянии рассказать о достоинстве шазалийского тариката. Если спросить как, к примеру, часто поступает вопрос, кто-то спрашивает, нельзя ли самому читать зикру, не посетив устаза. Что если я сам буду читать зикру? В Аллахе можно, но ведь мы стремимся к достойному, лучшему, полезному. Один зикр, обученный устазом, подобен 100 прочитанному самим. Один. Это я слышал из уст устаза. Почему оно замещает? Потому что, в первую очередь, не я, кто обучает этому. Вот цепочка, которая идет до пророка. Те, кто в сильсиле, они обучают этому. Они стоят за этим. Вот одно достоинство. Во-вторых, ведь произносят Хайюл и Кайюм – имена Аллаха. Большинство ученых говорит, что они являются Исмляхиль А'азам, потому что они находятся в нем. Одно это превышает отдельно сказанное «Астагфируллах» 100 раз. Из-за того, что в нем есть Хайюл Кайюм. Третье достоинство.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Самое любимое служение для Аллаха является постоянным, каким бы малым ни было». Например, сегодня в свободное время прочтет джуз или 2-3 из Корана, помолится. Но когда свободного времени не будет, оставит. Так поступают те, кто не находится в тарикате. И мы это видим. Когда же вступают в тарикат, как мы обязуемся совершать по 100 раз, подобно молитве? Берем же на себя. Это же входит в любимое служение Аллаху, так как совершается каждый день, утром, вечером. Ну вот, достаточно и этого достоинства. Поступает много вопросов, связанных с рабитой в шазалийском тарикате. Рабита написана на листке, и я всем говорю, рабита написана на бумаге, кто хочет, пусть делает, тот, кто может, ну а кто не может, пускай не делает. Потому что не все люди одинаковые, кто-то любит его делать, а кому-то, если сказать «делай», кажется много. Поэтому его оставляют на ваше усмотрение. Некоторые люди говорят, что у шазалийских вообще не бывает рабита. Это неправда. Я слышал, как устаз говорил: есть сын мой, у шазалийских есть и рабита, и муракаба. Я сам слышал, как он это говорил. И сейчас повторяю. Кто хочет, кто может, тому разрешается делать шазалийская рабита. Кто не может, то есть его желательно делать. Кто совершает накшабандийская рабита, некоторые, кто хочет, тоже спрашивают, можно ли делать. Им, у кого есть накшабандийская рабита, этого достаточно. Достаточно. Но если вместе с ним хотите и шазалийская рабита делать, то разрешается. Человек, который совершает 2 рабита, подобен человеку, который доит 2 коровы. Если доит 1 корову, получит 1 ведро молока. Если доит 2, получит 2 ведра. Кто хочет, разрешается так делать. Но необходимо совершать их по очереди, не совмещая. Теперь, что касается примера рабита, он такой. Шоферы говорят, аккумуляторы сели. Что это значит? Значит, исчез ток. Так ведь? Что же нужно сделать? Необходимо поставить на зарядку. К примеру, утром сделали шазалийский или накшабандийскую рабита. Поставили сердце на зарядку. Хватит до предзакатной молитвы. После обеда совершили рабита. Поставили сердце на зарядку. Хватит до утра. Это пример того, кто хочет делать рабита. В нем очень большой баракат. К примеру, кажется, в прошлом году мы ездили на зиярат в Узбекистан. Нам рассказывали, что там вторично засеяли огород, который высох после первого посева. Там есть река Сырдарья или Амударья. Она обмелела, высохла. И в каналах не было воды. Из-за этого была засуха. Разве прорастет зерно на засушливой земле? Им пришлось сеять заново от того, что все высохло. Подобно этому те, кому дали накшабандийский тарикат. У нас обычно дают просто рабита, не обучая зикру. Говорят, приходи через 2-3 месяца. Почему? Что это значит? Потому что сердца не у всех бывают одинаковые. У большинства, почти у всех они подобны высохшей земле, подобны сухой земле, где нет влаги. И как зерно, посеянное на сухой земле, пропадет зря, у зикра, которому обучают, не будет эффекта. Не бывает. Поэтому мы сеем огород, проделав грядки, проводя воду, поливая его. Подобно этому, чтобы хоть немного оживить сердце, его оставляют, не обучив сердечному зикру. Это тоже нужно понять. Теперь, к примеру, мы начинаем учиться в школе, продвигаемся выше, заканчиваем школу, поступаем в институт, дальше бывает университет. Подобное бывает и у нас. Человек начинает впервые, вступив в тарикат. У докторов, когда учатся в институте, знания расширяются и увеличиваются также. Они же обучаются. Каким образом? Сам ли он читает, или ему рассказывают об этом, либо практикуют. Его знания умножаются, мы знаем и видим это. Подобно тому, как у врачей увеличивается знание, хотя знание, что они получают, лекарства для плоти, те знания, которые используются у нас, лекарства для души, используемые против грехов. Возьмем пример. С нами в хаджи бывает много врачей, которых отправила Идара, есть прибывшие сами.
Я не видел ни одного врача, доктора, который бы там болел. Вы, наверное, тоже не видели. У нас случается насморк, кашель и все остальное. У них не бывает. Если это их коснется, они же доктора, и у них есть знания. Они предотвращают это, умея лечить, а мы не умеем. Подобно этому, между людьми, которые не находятся в тарикате, и между вами, между нашими людьми, кто в тарикате, существует такая же разница. Такая же, какая между докторами и недокторами. То, чему нас учат, лечение против грехов. Когда доходят до уровня ма'ият, особенно у женщин бывают жалобы. Хоть разговор и затягивается, во время Хасан Устаза женщинам и мужчинам, которые не умеют читать и писать, оказывается, не давали муракаба. Дальше ма'ият. Так как наступило такое время, людей стало много, получилось так, что им давали и доводили до конца вместе. Теперь нам не разрешено этого делать. То есть, что женщинам, что мужчинам, не умеющим писать и читать на арабском, их нужно останавливать на ма'ияте. Если останутся на уровне ма'ият, лучше, но они этого не понимают. Что значит ма'ият? Что это такое? Это очень большой уровень. Например, есть аят, где говорится: Аллах говорит нам: где бы вы ни были, я бываю вместе с вами. То есть моя мощь и воля – все вместе с вами, где бы вы ни были. Задумайтесь, человек, который находится на ма'ияте, должен знать, что Аллах знает, о чем я думаю, слышит, о чем я говорю, видит, что делаю. Это должно быть в нем. Он должен привыкнуть к этой мысли. Теперь вы подумайте, если человек поистине знает, что Аллах слышит, о чем он говорит, что Аллах видит его поступки, знает об этом и знает истинно, как он будет убивать людей, будет ли он воровать, как станет делать смуту, в то время, как Аллах видит то, от чего он воздерживается, если мы его увидим. Подумайте об этом. Когда убивают людей, воруют, грабят, бьют, пьют беспрерывно, и если не делают таубу, какая разница между ними и дикими животными? Вот такая великая вещь – уровень ма'ията. Те люди, которые находятся на ма'ияте, я думаю, так как этому обучили устазы, муракаба не делать нельзя, потому что их уже обучили. Но если бы было можно, лучше ограничиться, делая ма'ият, потому что не могут делать, и потому что ма'ият достаточен. Вот так. Пусть Аллах поможет. Самое лучшее для вас – довольствоваться тем, чему научил устаз. Особенно у женщин бывает зависть. Если эту научить, а другую нет, обижаются. Этого не должно быть. Раньше это очень скрывали. Я сам слышал, как Кудеев из Инхо говорил одному человеку: если тебя спросят, куда ты дошел, твои друзья, ты не рассказывай. Вот так бывало. А сегодня, когда людей стало много, скрывать не получается. Сейчас то, чему учат одного здесь, слышат все остальные. Куда же их всех отправишь? На улицу, что ли, их отправлять? Бывают такие причины. Нет для вас лучше того, чему обучил устаз. Также мне устаз говорил: сын мой, дети были еще совсем малы, когда я ходил к нему. Ты, говорит, научи детей читать истихфар, салават по 3 раза, чтобы знали, пока подрастут. Вам, родителям, тому, кто захочет, разрешено обучать чтению истихфара и салавата, чтобы они знали, пока не вырастут. Разве это не самое лучшее в воспитании, которое родители дают детям? Если истихфару и салавату учить с детства, они же выучатся, пока вырастут. Вам тоже это разрешается. Кто хочет, может обучать. Теперь, когда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, поднялся на Ми'радж, он попросил у Аллаха. Одна из 12 общин Мусы, алейхиссалам, в книгах пишется, что они, эти люди, по сей день находятся за Китаем. Попросил Аллаха встречи с ними. И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, отправился туда и встретился с ними. Когда дошел, дал им салам. Они ответили ему: «Кто ты?» — поинтересовались они у пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Он ответил: «Я Мухаммад».
Они спросили: тот самый Мухаммад, о котором Муса, алейхиссалам, говорил: если вы увидите его, передайте ему от меня салам. Это он завещал. Да, ответил он, я тот самый Мухаммад. Они передали ему салам, рассказав, что было сказано передать тебе салам. И он ответил. Далее они спросили: кто это вместе с тобой? Вы его видите? Спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Видим, ответили они. Это Джабриль, сказал он. Они его тоже видели. Мы их не видим. Видели бы, если бы были как они. Потом пророк увидел опечаленных людей, стоящих в стороне, и спросил: что с ними стряслось? Почему они в такой печали? Ему ответили: у них родился ребенок. Разве печалятся, когда рождается ребенок? Спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Они ответили: их печаль из-за того, что не знают, каким будет конец этого ребенка. Не попадет ли он в заблуждение? Этого они опасаются. В день рождения ребенка думают о нем, заботясь о том, как он умрет, в заблуждении или на пути истины. Посмотрите. Если с этого момента таким образом воспитывать ребенка, редко становятся плохими. Да поможет вам Аллах и примет зиярат, да сохранит, оставив в радости. Как уже было сказано, этот мир и религия держатся не на нас. Нам необходимо как можно крепче держаться за ислам и тарикат. Милость Аллаха к нам будет больше по мере нашей праведности. Нужно восхвалять Аллаха. Сколько мы проводим таких мавлидов? Сколько проводим маджлиса алимов? В каждом селении, особенно в аварских, пожалуй, нет села, где не проводят хатму и салават. Такое проведение хатму салаватов, подобное проведение мавлидов, проводимые таким образом маджлисы алимов, где есть такой баракат? Нет такого. Поэтому мы обязаны делать шукру. Пусть Аллах убережет. Дай Аллах видеть только благое.